То есть в базе данных они не все полностью. Да, ну, скажите, когда начинать? Можете начать. Можно начинать. Так. Значит, Владимир Ильич, там где-нибудь. Найдем место. Владимир Ильич, вот сюда. Так, мы с вами сегодня собрались, чтобы обсудить наши текущие вопросы в связи вот с тем, что у нас произошло, да? Значит, прежде всего я бы хотела предоставить слово Департамент жилищных отношений для информации, какая у нас есть, да? Затем я хочу выслушать Владимира Юрьевича Федорова по тем решениям, которые приняты в рамках ТЧС. Ну и дальше посмотрим, кто будет отвечать. Здесь у нас присутствует начальник управления социальной защиты Семен Иванович Матвеев, присутствует руководитель службы эксплуатации городского хозяйства Виталий Семенович Чикачев, присутствует директор Жилкомсервис, депутат Якутской городской думы Андрей Викторович Лебедев. Присутствует начальник управления ГУЧС Виталий Эдуардович Бобинов и управление здравоохранения города Якутска, если будут вопросы вот по оказанию какой-то помощи. Так, Александр Владимирович, давайте начните. Добрый вечер, уважаемые жители. К нам в Департамент жилищных отношений начали граждане подходить, писать заявления о предоставлении жилого помещения в маневренном фонде и также о признании дома, многоквартирного дома аварийным. Ну, по уточненным данным, у нас на сегодняшний день 32 квартиры в вашем доме получилось, там, потому что нумерация 38 квартир, по факту вышло немного меньше. Ну, это такая проблематика бывает в деревянных домах у нас. И из, получается, 32 квартир у нас на сегодняшний момент 9 квартир согласились, а 9 квартир отказались от временного жилья, от предоставления. Кто заявление написал на согласие квартир в маневренном жилищном фонде, мы будем предоставлять данное жилое помещение. Также ваше коллективное заявление сегодня поступило о признании дома аварийным. Чуть погромче говорите. Ваше заявление о признании дома аварийным сегодня поступило. В пятницу назначим комиссию. Комиссия выйдет по этому адресу, примет решение о том, что нецелесообразно там проводить ремонт, и будет признаваться аварийным данное жилое помещение. Это необходимо для того, чтобы предпринять дальнейшие действия в соответствии с жилищным законодательством. Дом в пятницу признается аварийным собственником. Будем вручать требования о сносе дома. Это в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации номер 47. Это формально. Снос для того, чтобы в разумный срок вы снесли. Вы его не сносите, окружная администрация в дальнейшем принимает решение о судьбе этого дома. Изъятие и выкуп жилых помещений у собственника и устанавливает сроки этого изъятия и сноса. Это будет все делать межведомственная комиссия. Выйдет распоряжение. Это да, со сроками. Собственники, да? Это кто собственники, да. Нанимателям будет предоставлен маневренный фонд, и в дальнейшем будет, маневренный фонд предоставляется до решения вопроса по существу. Временно проживаете, находим муниципальное жилое помещение, соответствующее, которое и предоставляем его. Все, и вопрос на этом решается. Освобождаете маневренный фонд, переезжаете туда. Вот. На сегодняшний день у нас такие планы. После решения вопроса о сносе переселения дома собственниками будем у нас по стоимости возмещения выходить. Потому что в законе у нас предусмотрена стоимость возмещения. Жилые помещения, они предоставляются только гражданам, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и признаны таковым органами самоуправления малоимущими.
Все. Это соблюдение жилищного законодательства. На сегодняшний день у меня такая информация. Вопросы, пожалуйста, Александр Владимирович. Да? Да. А если я вот вдруг сирота, и у меня вот последний дом, вот, один дом был, и сгорел полностью, что делать? Вы заявление написали, к нам обратились? Нет, я вот сгорел все, у меня документы, вообще я сейчас... Вот мы из-за этого... Из какой квартиры? 23-я. Как ваша фамилия? Соловьев, Айсен? Да. 23 квартира, Айсен. А вы собственник? Да. Да. Мы объявление делали в WhatsApp-группу. Я вот только сегодня добавился. Сегодня только добавились. Мы специально с утра распечатали всем справки формы 3, о том, что по количеству зарегистрированных, и сразу утром вручали автоматически документы, потому что понятно, что у многих документы загорели, потеряли для того, чтобы в очереди не стояли в паспортном столе, и автоматически выдавали. Завтра с утра подходите, напишите Вообще первый раз лес. Подождите, давайте по очереди. Хорошо? Не знали, куда идти. Подождите по очереди. Вот я еще в паспортный стол ходил сегодня. Тихо, тихо. По одному за это. Госпошлинность. За что? За паспорт восстановления. Нет, это не, я не про паспорт говорю, я про справку формы 3 говорю. Про паспорт это в миграционную службу. Я про справку формы 3 сказал. То, что паспорт госпошлину берут, это в миграционную службу. Про паспорт и информацию быстро дам, да? Сегодня уже, например, некоторые обратились в паспортный отдел за восстановление паспорта. До пятницы восстановить в МВД, поэтому Айсен Туда сейчас никуда надо обращаться. Департамент жилищных отношений Дзержинского 21 в 9 часов утра. Подойдите, 47-й кабинет. 47-й, да? Да. А там без паспорта? без пошлины, потому что со справкой МЧС без пошлины. То есть справку МЧС он показывает, и ему не надо Да. платить никакую госпошлину. Да. А он уже заплатил. А мы уже заплатили. Давайте по таким случаям мы разберемся. Хотя я сказала, что мы поговорим. И бумажку предоставили. Пожалуйста. взяли деньги. Я хотела задать такой вопрос. Мы собственники тоже жилья, остались без ничего. У нас приватизированная квартира. А то, что вы сказали, я как поняла, оцените наши квартиры в какую-то Нет, не мы стоимость. оцениваем. Ну, кто, ну не вы, да, кто. Вы же знаете, что это оценится? 100 в 200 тысяч, моя 24 квадрата. Нет. Там и доля земельного участка тоже оценивается. Вы собственники земельного участка. Ну вот, смотрите, например, вот я из первой квартиры, у меня 24 квадрата. Я сейчас буду, вот, третий ребенок у меня будет, многодетной буду мамой. Что мне вообще полагается? Я получу вообще крышу над головой или я получу какую-то компенсацию? Смотрите, если вы считаете, что вы не в состоянии приобрести жилое помещение, да, вы можете заявление нам написать, мы вам перечень документов дадим, признание малоимущим и нуждающимся в улучшении жилищных условий. Это необходимое условие. Нет, мы будем тогда предоставлять вам жилое помещение по договору социального найма. Так как вы не в состоянии оплатить или еще что-то. Да, этот вопрос... Просто мы вот собственники, у нас в основном Конечно. все приватизированные квартиры. Понятно. И мы за это переживаем, то что приватизированные квартиры нас сейчас оценят, ну, муниципалам, да, им дадут по закону, а приватизированные Понятно, нам ничего не положено. У нас не должно Нет, я согласен с вами, мы государство будем... кинуть, нам должны дать крышу над головой, и мы, самое главное, нам нужна крыша над головой, нам не нужна компенсация какая-то. Вот. Мы на эту компенсацию, сами понимаете, ничего не будем. Мы проверили тоже, запросили данные у кого что в собственности имеется, мы этой информацией обладаем и будем учитывать все равно всю эту информацию. Вот сейчас, допустим, из 32 квартир у 14 собственников имеется другое жилое помещение. В каждом, понятно, но это уже отдельный разговор, и будем эти решения принимать. Вы не переживайте. Это получается, нам нужно к вам также обратиться, собственникам, да? Да.
Это все в департамент жилищных отношений. А мы утром же... А что мы утром? Никто ничего не разъяснил. Нам никто не разъяснил, да, нам пришли и сказали, идите Да, пишите. я когда подошел, там И народу вообще там много, они разговаривали не очень корректно с нами. Да, потому что вы сами вы же Вот понимаете, что в седьмом собственники жилья, кабинете. мы переживаем, Я не что мы знаю, как остаемся его на зовут. улице. И поэтому Он сказал, мы зачем вы просим, вообще чтобы сюда нас все никто не пришли бросил толпой? на улицу, чтобы нам дали всем Так, крышу над головой. Нам не нужны какие-то компенсации. Вы сами знаете, что компенсация оценится эти квартирки в копейки. Я, По рыночной да, я стоимости все мы понимаю, ничего я не просто вообще ничего. вам объясняю, мы в нормах жилищного законодательства должны работать. Мы и будем Ну в вы этих в нормах жилищного законодательства ну, будете работать, да. Вы нам предоставите, вот, ну нам, вы же понимаете то, что в нормах по законодательству мы ничего не получим. Ну смотрите, мы вам А как государство же вот, вы нам можете помочь. давайте я более подробно тогда Вы же не просите процедуру нас? объясню вам как собственнику, да? После требования о сносе дома, когда мы будем принимать решение о дальнейшей судьбе дома, да, если мы примем решение об изъятии земельного участка и возмещения, да, мы направляем проект соглашения вам. Вы можете согласиться с этим проектом соглашения, да, примерный, либо отказаться. Что Ну, будут прописаны условия. Так у нас закреплено в 32 статье, что мы направляем вам соглашение о возмещении за изымаемое жилое Если, например, мы не согласны с заключением соглашения. будем приходить к этому соглашению, но мы сейчас просто это в будущее все забегаем. Нам сейчас надо дом признать аварийным, вручить вам требования о сносе, вынести распоряжение о том, с каком срок сноса, возмещения. Большая часть будет согласна на компенсацию. А вы можете сказать при без рассмотрения, да. какие сроки длится? Год, Да мы полгода, в пять- месяц, неделю? В пятницу комиссия Что мы соберется тоже не в можем кратчайшие жить сроки. у родственников Ну, и не можем принимает понять ваш уровень. маневренный этот фонд, вы сами понимаете, в Понятно? каком они состоянии. Это там, принимает межведомственная комиссия, это решение. Выносит распоряжение окружная администрация. А нанимателя что Так ждет? времени сколько на это? Нанимателям в дальнейшем обязаны предоставить по ранее занимаемому площади, получается. А у нас кто занимал? маленькая, и что, нам такую же дадут? Я говорю, как у нас прописано в жилищном кодексе. Ну, сколько у вас маленьких? 10 квадратов. И дадут нам 10 квадратов на пятерых. На 5 человек. Цель переселения из ветхого аварийного жилищного фонда или пострадавшего, она не носит улучшения жилищных условий. Оно Нет, ну мы идет понимаем. предоставление Нам ранее что занимаемого. ожидать? Мы спрашиваем, что нам ожидать? Да. Нам надо предоставить ранее занимаемое жилое помещение. Ну, конечно, 10 квадратов таких жилых помещений нету. Ну а мы жили. Мы жили. Я имеется в виду, Мы 30 которые лет сейчас там прожили. отвечают. Да слушайте, пожалуйста, не кричите. Вот сейчас однокомнатная квартира, 10 квадратов, ее не существует, просто Я ее понимаю, нету. я поэтому вас и Второе, спрашиваю, что да. ожидать нам, Конечно, нанимателям? эта квартира с кухней, уже с туалетом, ванной, с комнатой, с отдельной. Это полноценная однокомнатная квартира. Вы жили в одной комнате просто. Да. Ну, конечно, это будет квартира больше для нанимателей, естественно. А сколько ждать-то? По времени будет? По времени я могу сейчас сказать, что в пятницу выйдет комиссия и в кратчайшие сроки. Скажи, пожалуйста, Александр Владимирович, как вы рассчитываете компенсацию? Как рассчитываете ее? Квадратный метр, допустим, На сколько основании стоит каких или как нормативных документов, людям постановлений арендуют? правительства? Нет, там по жилищному законодательству, в 32 статье, там оценочная стоимость идет общего имущества, земельного участка и жилого помещения идет. Ну, как Но оцениваете? в данном случае получается, как по аналогии вашего жилого, оно уже утрачено уже жилое помещение, оно по аналогии будет, как стоимость вот этого жилого помещения, которое оценщик оценит, сколько оно стоило до пожара, с учетом земли. Независимо, может быть? Оценщики это ваши только кого мы своих оценщиков на это не. А вы можете просто даже приоритизированно вот мне дать такого же квадрата квартиру там, например?
Вообще по действующему законодательству собственникам полагается компенсация. Ну, даже, я поняла, даже вот оценит мою квартиру в миллион, да? Но мы же сейчас умозрительно... Какой на миллион даже не может? Умозрительно с вами разговариваем, да, мы в каждом случае смотрим индивидуально. Вы себя заявили как малоимущего, да, с маленькими детьми, несовершеннолетними. Александр Владимирович вам ответил, что по вашей ситуации посмотрят. Да, если есть возможность, мы предоставим по договору социального найма, как малоимущие и нуждающиеся. Но если вы будете признаны таковым, это тоже общественная личная комиссия рассматривает. Сейчас это надо пакет документов сдать, там зарплата, все смотрится. Какое имущество есть, там все поднимается. И если вы действительно малоимущие, вас поставят на учет и признают таковым. Тут переживать не надо. У кого действительно жизненно трудная ситуация, нет возможности, это особенно одинокие пенсионеры, которые уже никогда не сможет заработать и купить эту квартиру, он уже 100% будет признан малоимущим, если у него нет другого имущества. И мы ему, естественно, будем по договору социального найма предоставлять, потому что какое возмещение вам нужно? Я также не смогу заработать. Вот и ваш случай также рассмотрится. А можно вопрос? Сейчас на квартиру это молодой человек. Да, Можно вопрос? можно. Вот квартира 20, Синяков Николай Владимирович. В данный момент он воспитывает один ребенка. Жена отсутствует по такой причине, знаете, что это? Ну, в местах не это самое. Подождите. Нет, а квартира оформлена на ней. Что ему делать? Так, Николай Доверенность, готовится доверенность, написано, что находится она в городе Иркутске, да? Да. Но доверенность на него, она же Мы сейчас туда позвонили. Нам там так ответили, что чуть ли не послали подальше. Да. Приезжайте сюда и делайте сами доверенность. На что он поедет? Не кричите. Я не кричу, у меня такой голос. Понимаю. Будем оказывать содействие, вы к нам обратитесь. Кому подойти? Владимир Юрьевич, подойдите. Давайте я коротко скажу. Значит, все жители, у кого есть вот такие вот ситуации с документами, вы должны понимать, и округ, и администрация города Иркутска, мы будем всячески оказывать содействие. При этом хочу сказать, вот в вашем случае, когда вы говорите, там невозможно сделать, вот у нас новый глава, Савва Анатольевич Михайлов в округе строительном, он будет принимать все ваши обращения, мы специально здесь создадим штаб, на котором вот такие локальные вопросы, не всех же интересует доверенность на сегодняшний день, вот надо доверенность, у всех есть разные вопросы. Каждый житель отдельно будет проговариваться, начиная от документов, пострадавших в пожаре и заканчивая вот такими вот доверенностями. Но вам нужно понимать, что это вот так на раз сразу не сделается. Мы должны пошагово каждому идти. Департамент жилищных отношений, я за него приношу вам извинения, если в 49-м кабинете было некорректно с вами общались, мы с этим инцидентом разберемся. Было сказано 12 числа, что каждым жителем, с каждым из вас будут работать, начиная от психологов и заканчивая юристами и помощь от наших департаментов. За это вы не переживайте. Я сам буду на контроле это держать. Скажите, куда ему подойти? Поэтому я вас прошу за этой ситуацией собрать документы. Что это значит? Это письмо, простое формальное обращение, его копию паспорта. И мы подумаем, как сделать так, чтобы там в Иркутске получить выездную возможность заверить доверенность, отправить этому человеку, который проживает в квартире, и он пойдет по процедуре. Мы будем все делать максимально комфортно, чтобы... Ну, например, в этом соцобеспечении сказали собрать бумаги в течение 10 дней. Корректно это в течение 10 дней собрать? Они сказали вам собрать, или они будут собирать? Нам сказали в течение 10 дней. Сейчас вам по социальному управлению социальным вопросам. Добрый вечер. Так, действительно, сегодня к нам в управление подошло 22 семьи, да, мы приняли от вас заявление, но перечень документов у некоторых неполный. Мы будем ждать, да, пока вот комиссии проводить не будем. Сумма материальной помощи у нас они варьируются, допустим, на семью из одного человека, да, если в семье был только один человек. Ну, суммы, я скажу, примерные, да, пока некорректно будет сумма у нас решается комиссионно. На каждый случай у нас предусмотрено, допустим, от 3 минимальных прожиточных минимумов плюс 0,5 прожиточного минимума на одного человека. Да? Ну, допустим, на одного члена семьи, если семья состояла из одного человека, эта сумма будет от 50 тысяч, да? Примерно 50 тысяч, 3 человека примерно 70 тысяч, и максимальная сумма у нас потолок 80 тысяч 420 рублей. Ну, в вашем случае тут к нам сегодня обратились из 22 семей большинство собственников квартир.
Но тут может быть разница, да, допустим, вы собственник, не проживали, а сдавали в аренду, да. В этом случае арендатор, к сожалению, если он не прописан, тем более в городе Якутске, к сожалению, ничего не получает управление города Якутска. Если есть прописка городская у того, кто арендовал ваше жилье, то мы можем рассмотреть ему материальную помощь, но не на пожар, да, вот не такую большую сумму, а как на продукты питания. Если вы сталкивались, знаете, да, это прожиточный минимум где-то до 16 тысяч на одного человека, ну, на семью мы можем рассмотреть как на продукты питания, да, это арендатора. Собственники у нас получат сумму, вот, ну, я уже озвучил, от 50 до 80 тысяч рублей. Комиссия, вот первую комиссию мы сможем провести, наверное, даже в среду, да, если будет полный пакет документов, мы можем его провести уже в среду, но по постановлению правительства мы должны еще проверить ваши данные через ГИБДД, через Росреестр. То есть это займет определенное время. Да? Росреестр у нас обычно отвечает в течение 5 суток, да, если это быстро. Да? По республике он может еще быстрее ответить, двое-трое суток. Да? Ну, то есть где-то к середине недели, к четвергу, наверное, мы будем готовы первую комиссию провести. По сумме, по деньгам, пока у нас вот начало финансового года, у нас здесь присутствует заместитель министра труда и социального развития. По деньгам, когда они придут и когда они поступят на ваши счета, вот сейчас они уточнят. Афанасий Васильевич. Начальник управления департамента социальной политики Владимир Самуилов. Добрый день. А можно вы сюда, пожалуйста, у меня достаточно громкий голос, поэтому меня будет слышно всем, да? Значит, дополню, что как только будет поступать полный пакет документов, сразу мы будем просить управление, чтобы они рассматривали и не дожидались, когда там будет 3, 5, 10 пакетов, да? Потому что ситуация, она не терпит сейчас у нас ожидания, и мы должны максимально быстро решать этот вопрос. Второе, я думаю, что мы, вот вопросы, которые у нас по запросам есть, по получению сведений, мы напишем письма, ситуация у всех на слуху, и я думаю, что в кратчайшие сроки мы ответы на запросы получим для рассмотрения. Что касается финансирования, сейчас мы, значит, заявку направляем, будет решение, сразу мы деньги вам будем направлять, поэтому в этой части мы отрабатываем. По ситуации, да, доходы, понятно, да, порядок сегодня разъясняли. По ситуации, которая сегодня сложилась, как вы знаете, с закрытыми окнами, и то, что документы там вовремя вас не приняли, да, мы приносим свои извинения, в настоящее время проводим служебную проверку, и, будет определенное решение принято, да. Поэтому, если кто сегодня не успел сдать документы в упрощенной форме, мы сегодня здесь находимся, примем у вас заявление, да, и разъясним порядок, что, зачем, как действовать и куда обращаться в данном случае. Благодарю за внимание. Можно вопрос, да? Можно. Вот квартира 37. Квартира 37. Вот сидит моя тетя, 74 года ей. Она получает пенсию, полуслепая, мы не успели оформить инвалидность. Мой брат, 3-й группы инвалидность по глухоте. То есть совместно, я сейчас у них спросила, 29 тысяч они будут получать пенсию. То есть они социально то же самое у них под общий идет, или они компенсация какая-то другая будет? Они малоимущие. У них ничего нет, ни земли, ни машины, ничего. Понимаете, порядок смотрится в зависимости от уровня доходов. Поэтому по уровню доходов, значит, состав семьи плюс 0,5 на каждого будет рассматриваться. Индивидуально подойдете, я по постановлению правительства покажу. Куда подойти? Я здесь буду. Хорошо. Документы, например, на квартиру, оно тоже долго. Да нет, в палате мы запрос сделаем. А ИНН тоже вы не можете запрос сделать? Налоговая где на здесь? 10 дней налоговая делается. 10 дней. Налоговая есть? Паспорт сейчас где-то 4 дня делается. 4-5 дней сейчас. 5 дней сказали. До 8 дней. Мы сегодня сдали документы, 28-го только будут. Ну давайте мы в индивидуальном Можно мне вопрос? А у нас вообще нет вообще. А за 10 дней надо все собрать. Так, я буду обращаться в паспорт тогда. Значит, паспорт мы ускорили, да, чтобы... Налоговая здесь есть, нет? Соскалана Николаевна, здесь УВМ, пожалуйста, налоговая, подойдите. Добрый вечер, я сейчас поясню просто, да, добрый вечер всем. Во-первых, сегодня в связи с этой ситуацией, по которой уже первый заместитель мэра принес извинения, жильцы, пострадавшие погорельцы были у меня, уполномоченного по правам человека в республике. И практически сами жильцы внесли предложение сегодня инициировать такое общее собрание, поэтому мы вас благодарим.
и выразили как раз пожелания по блокам тех проблем, которые выявились, приглашение специалистов. Поэтому по республиканским и федеральным территориальным структурам наш аппарат уполномоченного по правам человека в республике полностью отработал. Поэтому по ходу возникающие вопросы готовы разъяснить. Пожалуйста, налоговая инспекция, подойдите. Налоговая есть. Налоговая, да. И управление по вопросам как раз документов тоже здесь уже имеется со стороны МВД по республике. Пожалуйста. Вот я немножко тоже... Вот вопросы задайте по налоговой, был вопрос. Да. Пожалуйста. ИНН в течение какого срока восстановится? ИНН? Да. Неделю сказали. Нет, в течение 5 дней можем восстановить. Если специально это мы можем. Мы вот приехали с МФЦ 26 числа только, будет готово. А можно еще ускорить? И с нас взяли деньги, хотя мы предупредили, что мы погорели. Каждая справка 300 рублей, 350. Паспорт 4 дня. Потом с этим паспортом, все паспорта. У вас же ИНН не будете вставлять. Подождите, а максимальное ускорение какое возможно? В общем, мне надо решить с руководством. Хорошо, да. Или я вообще могу, например, ИНН. Так, давайте сделаем следующим образом. По перечню. Я сейчас выйду отсюда, буду разговаривать с паспортной по паспортам, буду разговаривать с налоговой по ИНН. Хорошо? Вы же все есть в группе, абсолютно все есть, да? Да. Со Скалами Иване позволите, если, да, с Роданой Владимировной дать слово МВД? Хорошо, давайте. Пожалуйста. Со Скаланой Ивановной. Вот можно я скажу пока? Вот вопрос документов, да? Почти у всех сгорело, если не все документы, что какая. У нас, вот у меня у мамы остался только паспорт. Может, вы где-то организуете нам, чтобы мы не бегали вот отдельно за паспортным в паспортный, отдельно за ИНН я должна бежать. Вот девочки предложили, пригласите нам сюда МФЦ, пусть они у нас примут у кого что. Да. И мы вам нервы не трепим, и вы нам не трепите, и нам удобнее. Люди почти все пожилые, у меня 70 лет тоже. Подойдите, пожалуйста, МВД. Представитель МВД. Так, пожалуйста. А пропустите девочку. Вот я по налоговой сразу скажу, да, если вы предоставите нам перечень, мы вам сделаем централизованно, выдадим. Мы вам предоставим перечень. Да, перечень, если предоставите, то... Пожалуйста, представитель МВД. Со Скаланой Ивановной. Проинформировал по восстановлению паспортам. Сроки восстанавливаются. Громче. Кричи. Паспорт восстанавливаться будет 10 дней у тех, у кого прописка в Якутске. Ну, как обычно. Ну, 10 дней. Это обычно 10 дней. А там, говорят, за 10 дней надо уже весь пакет так, собрать. Ладно, тогда мы переговорим с руководством, попросим, чтобы они ускорили. И действительно место выдачи, чтобы было в одном, попросим. Можно мне задать вопрос? Пожалуйста. Дело в том, что вот я представитель 12-я квартира, ребята, это мои родственники. В июне месяце была приобретена это жилье. Соколова, да? Нет, это Ван Хайпин, это новые владельцы. И было приобретено жилье, часть которых была материнский капитал. На сегодняшний день, как я понимаю, они являются собственниками. У них 2 детей и сожитель. Что им полагается какой-то маневренный фонд, куда им идти? Им не жить негде. Да, сейчас после собрания останетесь, подойдите к Александру Владимировичу относительно маневренного фонда. Да, если они приобретали квартиру по материнскому капиталу, полагаю, что у них была оценка этой квартиры. Порекомендуйте, пожалуйста, чтобы они обратились в оценочную компанию. Там хранятся копии оценки, да, вот это надо будет подготовить, хорошо? Ну да, нам уже немного проконсультировались с юристами, нам сказали, что нужна оценка и так далее. Они могут рассчитывать на компенсацию или на какое-либо жилье? Мы сегодня говорим о том, что в соответствии с действующим законодательством собственникам положена компенсация. И только в отдельных случаях, когда мы говорим о малоимущих и так далее, будет рассматриваться индивидуально. И то, что там был заложен материнский капитал, это не является, да? Нет, но поскольку у вас уже на руках есть оценка, да, то в принципе как бы есть тема для дальнейшего разговора. Тогда получается, я немножко опоздала, я тоже собственник, мне маневренный фонд не нужен.
Я только должна, значит, сделать оценку независимую и куда я ее несу. Департамент жилищных отношений. В какой кабинете? Мы в группе все вам скажем. Товарищи, у нас, давайте пошагово, что было. У нас 12 числа, во время пожара, через несколько часов у нас была собрана КЧС, ну это называется комиссия по чрезвычайной ситуации. Мы пошагово все выработали. Вот 11 пунктов, как нам действовать, начиная от как вам выплачивать деньги, как организовывать сбор вещей и так далее. У меня убедительная просьба. Вот все вопросы сейчас вы задаете, мы вам их в группу повторим. Как сделать оценку? Задаете вопрос, юрист или департамент жилищных отношений вам обязательно на это ответит. Как получить документы и где? Вам оттуда писывать. Но вы все равно должны контактировать с человеком, который будет модератором. Вы сейчас задавайте, мы вам ваши вопросы. Не молодая. С нами она долго жить тоже не хочет, хотя мы, конечно, не выгоняем. Вот она тоже собственник, она как бы может тоже на какое-то жилье претендовать, вот, как получается, вот у девушки, да, многодетная. Порядок мы тоже в группу скинем, разъясним, какие документы нужны для того, чтобы признать малоимущим, нуждающимся. Вот она как будет? Да, если действительно так, конечно, мы признаем комиссией. И жилое помещение только в данном случае предоставляется по договору социального найма, уже не в собственности. Но если человек может приватизировать, он в дальнейшем может использовать эту возможность участвовать в приватизации. Лично подойти на прием, потому что таких сегодня очень много семейных списков. Давайте мы не в 47-й кабинет, мы сегодня были, там не получили. Давайте завтра с 6 до 9 вечера. 6 до 9 вечера. Сегодня? Завтра. Дзержинского 21, да? Заместитель директора Новолоков Александр Владимирович, да, с 18:00 подходите до 21, я думаю. У нас вот мы еще создали, значит, сами хотим нанять независимую насчет того, что признать дом аварийным и ветхим жильем. Ветхим на расселение. Я поняла. Его решили, да? А почему тогда компенсация? Мы не можем его ветхим, потому что он пострадал в результате пожара. Это фотографии специализированная, это же специализированная организация будет делать. Она же приедет, увидит то, что дома-то практически нету. Как его по ветхости будут признавать? Это... Аварийным его можете признать? Мы его аварийным признаем в результате пожара пострадавших. То, что он уже восстановлению не подлежит, все. Тогда нам смысла делать, нанимать на оценку. Мы специализированную организацию... Потому что два варианта, если идет ветхая и аварийная, то это, извините, предоставление квартир. А если только аварийный, ну в смысле он сгорел, это компенсация. Да. Нужно немножко что-то понимать. По собственникам там все... идет компенсация. Да. Все просто, по собственникам идет возмещение за изымаемое жилое помещение, земельный участок, под которым находится. Это мы завтра с вами поговорим, наверное. Я вам объясню. Со скольки сказали? Я думаю, есть, наверное, такой вопрос, кто по маневренному фонду, да, вот, ну, я просто знаю, кто вот хочет. У них сроки маневренного фонда сколько? Вот он, например, заселился в маневренный, и вот до разрешения вопроса по существу. Это значит до предоставления возмещения, либо предоставления жилого помещения. Сколько, например, вернется? Вот, например, если я тоже хочу срока этого не будет, потому что он будет до момента переселения, либо выплаты компенсации. Но мы не можем остаться, мы же не будем в нем жить там вот год, два, три, например. Но я же и говорю, для этого надо признать дом аварийным, чтобы вышло распоряжение о сроках сноса и сроках просто возмещения. Люди боятся остаться, потом там жить лет на 10, как это обычно есть. Дали временное жилье, все, и мы там остались. Ну вы обратите внимание, о чем говорит Александр Владимирович. Он говорит о том, что в пятницу уже комиссия будет. В пятницу уже комиссия будет. Затем раздаются соглашения. Правильно? То есть вы, если, ну соглашение это процесс индивидуальный. Правильно? С каждой семьей по отдельности надо будет смотреть документы, поднимать. Как только собственник соглашается, ну дело двигается дальше.
Если собственник не соглашается, а на нашей практике есть такие, когда люди годами отказываются от предложенных квартир и от предложенной компенсации, требуя больше и больше и больше, ну тогда это уже процесс согласительный. Ну, раз тоже предложено, например, мы жили вот на Семен Данил 5/2, у меня там работа, у меня там дети ходят в школу, понимаю. да, как бы район этот пусть 17-й квартал, как бы мне сказали, он хороший. И куда-то нам переезжать, я не знаю, на Билибино куда-то. Да, куда сейчас расселяют, как бы пока даже что. боимся туда ехать. Но, к сожалению, вы понимаете, что в 17-м квартале как такового жилья, которое вам будет предложено, сейчас нет. Сейчас нет. Это мы сразу должны понимать. А школу как мы будем ходить? Ну давайте мы будем решать вопросы поэтапно. Хорошо? Потому что сейчас про школу, ну, как бы... Ну, ясно. Еще хотелось бы, можно вам, да, вот если есть жилое помещение в собственности, и это тоже было собственное. Это только возмещение получается. Вы уже малоимущими не будете признаны нуждающимися. Нет, ну в плане возмещения будет, да? Конечно, да, конечно. Вы же в любом случае, мы если сносим, это же собственности принадлежит и вам, и земельный участок собственности также принадлежит под домом, как и вам. Если будет решение об изъятии, мы должны решить вопрос с возмещением за изымаемое общее имущество данного дома. Также. А по соцнайму не получится так, то, что вот нас сейчас пока заселят, да, вот как бы я многодетная мать, у меня трое детей, и меня сейчас поселят куда-нибудь там, Борисовка, еще где-то, детям в школу ездить, во-первых, далеко, и не получится, что я потом там же и останусь. Вот сейчас только что об этом говорили, то, что его уже признают буквально в пятницу. Да, я повторю, я, наверное, тихо просто отвечаю. Те, кто заселяется в маневренный жилищный фонд, они заселяются временно, до разрешения вопроса по существу. И там конкретно будет это прописано, что вы с такого-то адреса, как погорелец, и временно предоставляется вам, как будет вопрос решен о предоставлении вам жилого помещения, с вами расторгается договор маневренного фонда на жилое помещение, и заключается договор социального найма на другое жилое помещение. Ну, по срокам я сейчас не могу сказать, когда и сколько по времени. Ну, когда я там не останусь? Нет, конечно. Существует соглашение. А будут каждому Акт обследования технического состояния жилого дома по адресу улицы Семена Данилова, 5/2, 10 сентября 2016 года. У вас же есть копия, да? Где было принято решение о том, что дом является... Дом не подлежит, да, не целесообразно проводить капитальный ремонт, проценты износа 70%. Обследование. Это пока обследование. Но он и так будет призван аварийным. Вы должны понимать. Это же дом. Это акт обследования. Нет, то, что он готовился у нас и так, как мы пытались сделать его уже признать аварийным, а ничем не повлияет на то, что после пожара он аварийным стал, и то, что он уже практически был. Он никак у нас не влияет на вот это вот вообще. Да нет, в данном случае никак не влияет, потому что сейчас расселение идет, да, именно тех многоквартирных домов вот, по программе, которые дома были признаны аварийными с 12 года по 17 год, да. В вашем случае даже признался бы он в 17 году, да, дом, или в 18 году, он бы не включился в программу и в течение 5 лет бы не расселился, может, возможно. Так что у вас совсем другой случай идет. Мы признаем вас в 19 году аварийным. Вы утратили жилое помещение в результате пожара. Мы сейчас будем в рамках законодательства предпринимать все действия, которые признавать дом аварийный, распоряжение выпускать, вам требования о сносе, с вами документы начнем вести. Ну, в этом в группу как поэтапно будем информацию давать, потому что сразу все не получится стихийно сделать. Будем поэтапно. В пятницу мы на комиссии выйдет,
заключение будем принимать, на следующей неделе выйдет это заключение, акт, и это все сделаем. Можно вопрос? Это получается, сейчас вот мы в деревяшке жили, получается, по соцнайму вот этот маневренный вот этот дадут, и опять в деревяшку нас поселят? То бишь опять сидеть на пороховой бочке? Кто вам сказал такую информацию? Нет, ну я просто спрашиваю, вообще просто спрашиваю. Нет, живое. Ну в смысле, куда нас сейчас пока что? По закону, да, живое помещение, оно должно отвечать действующему законодательству, требованиям, санитарным, техническим нормам, правилам, да. Это значит, живое помещение, оно должно соответствовать благоустройству в степени, там в нем должен быть канализация, водоотведение, электричество и пригодный для проживания. Да, как дом, естественно, деревянных домов практически таких нету, которые соответствуют каким-то санитарным техническим требованиям в нынешнее время. Так что здесь вы можете не переживать. Вот мы когда приехали, да, Сараев Александр, 32 квартире. Мы когда приехали, нам сказали, вот есть комната в 23-й школе. То бишь мы в 4 человека должны пойти в 23-ю школу жить. Я как раз хотела поинтересовать, а почему вы от маневренного отказались, да? Ну, потому что как бы есть средства денежные, поэтому мне пришлось снять квартиру. Помогает, да? Да, мне еще коллектив как бы с МВД помог, и поэтому я как бы ушел. А так бы в 23-й школе, допустим, 4 человека. Я первый раз слышу про эту комнату. Я тоже, когда услышала, что вас оставили в 23-й школе, я сразу поинтересовалась. То бишь там комната, я там когда там в свое время тоже работал, я знаю, какая там комната, то бишь там, ну, 2 ребенка, которым 14 и 17 лет, и мы вдвоем с женой, ну, то бишь мы там физически бы не поместились. Вам должны были предложить маневренный фонд. Да. Ну, потом нам, конечно, позвонили, сказали, но так как уже организация помогла, ну, как бы это вот как вариант, вы говорите, вот типа поселят куда-то, ну вот как бы вам сразу же, как говорится, и такой вопрос сразу. Ответ. По поводу маневренного. Да, ну как бы вот, ну временно предложили маневренный фонд, но в то же время как бы и комната эта маленькая. Лонгинова 45 дробь 40 5. И там для всех нас найдется место. Не для всех. Не для всех, но будем искать. А в школу Но сейчас у нас нету другого маневренного фонда, к сожалению, нету. Только на Лунгинова. Лунгинова это деревяшка? Да, Нет, это каменный. Там только недавно ремонт отремонтировали. Коридорного типа. Ну такая же, как была тут камера. Это Билибина получается, да? Нет, Лонгинова. Там стоят их несколько штук. Типа общак. Там комнаты. Там комната? Да, там комнаты. Такая же, сами. Да, Уважаемые товарищи, у нас был организован сбор вещей, он вам пригодился? Да, пригодился. Мы хотели бы еще отметить, что бы вы хотели... Они хоть душевные, не так, как мы сегодня ходили. Они прям вообще... Да, здесь вот молодцы прям девочки. Мы хотели бы спросить, что бы вы хотели еще, потому что вещи, как правило, бывают разные, там, кто-то свитера, что бы вы хотели еще, может быть, так, белье какое-то, чтобы мы отметили. Можно, да, я скажу. Меня зовут Олимпиада Анатольевна Дмитриева, в первую очередь. Пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность всем структурным подразделениям. У нас в ноябре 28-го было возгорание. Благодаря вам нас пожар потушили вовремя. Но это другая история. Сегодня я представляю с 21-й квартиры своих родителей. Я на сегодня очень благодарна, что они живы. И хотела выразить благодарность, не знаю кто, но кто-то всех предупредил, постучал во все квартиры на 2-м этаже. Не во все. Никто не во все. Ну вот, мне все равно, большинство спаслись. У меня такой вопрос. Вот стоит дом, да, Семен Налим 5/2, и там чуть ли не в шаговой доступности есть постройка. Внизу гаражные и на 2-м этаже проживают жители иностранных граждан. Правомерно ли эта постройка построена? Она давно Потому уже что в случае чего, как я вижу, да, пожарные могли бы заехать с той стороны и тушить пожар оттуда. Да. Заехали, там и гидранты, все было. У нас же Нет, просто вопрос в этом заключается. Вот ей дает, я тоже говорю, может
Может, мы тоже построим там гараж, а наверху сделаем свои квартиры, потому что у нас вот такое же вот стоит там здание с гаражами, наверху квартиры. И вот так взять вот, под контроль это здание. Да, есть на планерке. Они все отгородили. Может, мы тоже это сделаем? Нам дадут такую возможность? Нам разрешение дадут? Нет, у него это все уже собственность. Давайте. Не, ну она почему бы У нас есть такая проблема с подъездными путями, есть даже сегодня уже план, что мы будем с этим делом. И 12 числа на КЧС мы проговаривали эту проблему с нашими пожарными, что сейчас будут рейды проводиться, мы будем стараться максимально те подъездные пути, которые заставлены вот такими хозпостройками, гаражами, конечно, убирать для обеспечения Бедные пожарники приехали, у них все да, поэтому, да. Поэтому, ну, пожарники вообще приехали не подготовлены. И папа мой погиб по их вине. Потому что мама вышла, извините, в окно, успела, да, ее пожарник поднял лестницу, она вышла и кричала, что отец там. Он зашел туда без всякой маски, без всякого вот этого, что нужно было. Через минуту он вылез обратно и сказал, что он его не нашел. Он не сгорел у нас, он задохнулся. А они приехали неподготовленные. И наши окна не с той стороны, где гараж. А вот полдома они могли спасти. Я про это и говорю. Что толку, что они приехали? Они не тушили. Они не тушили. А мы туда подъехали уже в 11 часов. Где вот эти пена, которые они обычно тушат? Не было этого ничего. И сегодня мы поехали за справками, это было вообще отвратительно. Где готовых бланков не было. Никакой информации устной. Мы спрашивали, сидели два молодых человека, они как будто нас не слышали. Мы утром сегодня с вами собирались. Я после этого сделала звонок руководителю МЧС, поэтому представитель МЧС здесь Андреев. Пусть он нам ответит на вопрос, пригласите, пожалуйста, и попросила взять руководство. Все правильно. Ну, вы вопрос утром задали, мы сегодня специалистов пригласили. И попросила руководство взять на контроль, чтобы не 3 дня, а незамедлительно дали справки. Пожалуйста, пропустите. Справки сегодня давали по нашим заявлениям. Нет, я попросила ускорить, чтобы неподготовленных бланков, ничего. Мы это вот люди присутствуют. Давайте сейчас Евгений Александрович вам, Андреев, скажет по поводу справок. Давайте по поводу справок я скажу. Начальник отдела надзорной деятельности по городу Якутску Юховцев. А кто сегодня не получил справку о пожаре? Ну мы получили, но как мы их получали? Вы извините, такое обращение, как будто мы с улицы пришли просто. Дело в том, что, подождите, вы были сегодня утром все уполномоченного на Курашова 24. После этого мы оперативно, я обратилась к руководству МЧС, попросила 3 дня не ждать, поэтому сегодня справки была ложная информация, что справки нам будут давать только завтра. Это чисто случайно у нас одна поехала, взяла, и мы хором, как говорится, вот мы сообща работаем, и мы поехали. А так бы никто и не знал. Мы бы еще сегодня день сидели без этих справок. Хорошо, пожалуйста, спокойно дайте информацию жителям. Как дали? Мы приехали. Вот вам бумажка. Мы спросили, пишите заявление. Там. Как писать? Там. А что вам надо? Там. Вы откуда? Там. Смотрите. Ну, как мы все, у нас всех трясет ужасно. каша в голове, мы ничего не это. Не за форму-то можно было отпечатать. Нет, там за голову, хотя бы, это, чтобы мы пришли, чтобы мы просто заполняли. Как эту шапку писать? Ждите. Что не объясняли, у нас там в коридоре уже образец. Нет, там образец приклеен. И бумажки непонятно какие лежат. Кто-то смотрел же, вот смотрели же, форма же есть. Там же лежат листы. Это после вас мы пришли. Нет, они лежат, я ничего не знаю. Они лежат. Есть образец. А вы представляете, в каком мы состоянии, чтобы писать было да, одолжение нам сделали, чтобы мы только фамилию да, ну так я говорю, он одолжение. А мы пишем вот эту шапку полностью вашу, вы видели, какая там? Это ваш дом, вы постоянно, каждый день с этим сталкиваетесь. Да, отпечатали бы бланк, а мы по бланке заполняли. Чтобы фамилию, данную, подпись и все. В жилищный сегодня нам надо было, к вам надо было, потом туда надо было, а нам еще в морг. Мне оттуда звонят, отсюда звонят. Как мне разорваться? Не, ну вы понимаете, согласно федерального закона, да, номер 59, о порядке обращения граждан, мы обязаны принять заявление. Я понимаю. Мы понимаем, но вы форму можете напечатать. Вам говорим. Вы скажите бланк сделать, чтобы вписать просто. Мы пришли, вписали свою фамилию, число и подпись поставили, и все. Кто-то пришел без очков, ни у кого ничего нет. Как она должна это заявление писать? Так они так разговаривали с нами. Ни ручки, хотя бы хорошая. Ни ручки, ничего. Не понимаю, даже не выйдут и не поможет. Вот она бы сказала, напишите мне. Не сесть, не присесть, пожилые люди пишут. Там в коридоре, все в коридоре, все. Так я остался.
Имеется в виду отпечатки. В другой стороне. Это другой вопрос. А я вашему пожарнику сказал, вот гидрант. Мама тоже подходила к 5 пожарникам, сказала, у меня там муж. Что у вас там, муж? Развернулись, пошли в другую сторону. Он задохнулся по вине ваших сотрудников. Нет, извините, там ситуация маленько другая была. Значит, когда получили информацию о том, что там, возможно, человек, было организовано звено, оно зашло туда. Громче. Они зашли туда, это звено организовали, зашли туда и обнаружили уже тело. Они зашли туда, уже когда она в 11 часу в другой конец города ко мне приехала. Да нет, ну обнаружили-то раньше. Я же вам Просто объясняю, я вам говорю, вот она пришла и говорит, она вылезла в окно. Она когда высунулась в окно, как раз пожарники подъехали, просунули эту лестницу, она вылезла. И тут же, когда спустилась, стоит пожарник, она говорит, у меня там дед остался. Он залез туда. После этого информации, Он залез туда, без маски, без ничего. Я его тоже понимаю, потому что там дышать нечем было. Да, и он вылез обратно и сказал, что он его не нашел. Как он его найдет, если он без маски? Звено, еще раз. Поздно было организовано. Подождите, пожалуйста. Поздно. Вы знали, куда вы ехали. Послушайте, пожалуйста, да, вот сотрудникам МЧС я бы посоветовала, если ваши коллеги не оказали должной помощи, не проявили должного сострадания, а тем более в штате МЧС есть и психологи на самом деле, да, и если так произошло, я бы на вашем месте за коллег сейчас просто извинилась, а не выясняла, кто кому чего там сделал. Относительно того, что если вы считаете, что действие или бездействие определенных сотрудников, да, привели к тому, что не было оказано или не произведено спасение, то вы имеете право в установленном порядке обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы провели. Поэтому сейчас вот это вот спорить, да, ну как бы доказывать. Просто я сейчас говорю, чтобы они до свидания. Я понимаю ваши эмоции, да? Я понимаю ваши эмоции. Значит, вот советую поступить вам таким образом. По МЧС справочки все получили? Нет, а еще скажите, пожалуйста, акты, пожалуйста, что дом сгорел. Справки одной-то завтра будут давать нам или нет? Акты о пожаре вы получите завтра с утра. Подходите. Ну уже это полностью акт весь, да? Заявление писать, да, Спасибо. что дом не где вы сегодня были? Да. Ну, в другом кабинете. Справку брали, что мы погорели. Завтра акты. А еще вопрос. А причину пожара? Причину пожара скажите нам, пожалуйста. сказали, По одному, сейчас скажем, по одному. И он нам не знает, что Он мне сказал, вы что, хотите зайти туда и погибнуть? Я говорю, я не хочу погибнуть, я хочу, чтобы вы остановили на третий этаж. Да вы сможете сказать причину пожара? Все понимаем. Все равно не организовано. Для такого большого дома приехали вот эти Я прослушал все, что причину пожара. По причине пожара. Бездействие было. По причине пожара, значит, усматриваются две версии на данный момент. Это неосторожное обращение с огнем. И второе, это короткое замыкание электропроводов. Проводка менялась 1,5 часа назад. Нет, проводка менялась, но она в подъезде. Она все равно горела, у нас она замыкала. Да, она замыкала. Давайте я доскажу, да. На данный момент назначено 3 экспертизы. Это пожарно-техническое исследование. Изъяты электропровода, электрокабеля, также изъяты электрощитовые. И на предмет легковоспламеняющей жидкости, ну это на предмет поджога, изъяты куски древесины обгоревшие. Так, а в акте что написано? Акт мы завтра получим какое? А в акте-то что написано? Просто из-за бычка, вот я живу, вот моя квартира, и вот Нет, здесь так, а в акте начался что, очаг две версии возгорания. написано? У меня муж не спал, он только услышал запах гари, он не спал. Он открыл дверь, у него уже пламя в окно, все, ну, в дверь, вернее, в квартиру зашло пламя. Бычок, если пока тлеет, пока это будет этот дым, у нас уже было, у нас буквально мы вот в сентябре, да, вызывали, на первом этаже также бычок кинули, потушили, это все потихоньку тлело, это у нас все коридоры в дыму было, а здесь сразу как черный проводка вспыхнула, и все, и пожар, ну, деревья же дома уже быстро сгорает. Так что тут бычки,
это вообще, ну это вообще даже туда не А потому что на втором этаже вот с нашей стороны был слышен хлопок какой-то. Потому что проводка, ну мне так кажется, вот с моей стороны загорелась, потом говорят люди, почему здесь возгорание? Может, он по проводке же идет весь ток, и возгорание может с другой потому что стороны был сразу слышен пойти. хлопок. Ну это понятно, но мы все равно Просто вот должны... эти бычки, то, что пишут, нам тоже обидно, какие бычки, за бычка сразу так вспыхнуть дом, и за час полностью вот этот дом здоровый не может сгореть. Мы все равно должны рассмотреть все версии. Вы должны конкретно, да. 7 часов не шили. А написано в соцсетях, что за 4 часа ликвидировали огонь, как будто спасли часть какую-то. С 8 утра до... за час весь написано, 3 часа что дня, сигарет, хотя приехали, ничего не установлено. Ну, что сейчас уже неправильно. 12:30, просто они приехали там уже в 11 часов. У нас получается еще причина не ясна. Наша сторона не горела. Вот эти вот они будут за нашу часть. Через полчаса они поехали. Если вы говорите, акты уже готовы, там же причина. Пока еще не устанавливается, да? А какой акт тогда, что будет где и когда мы это узнаем? Акт сейчас, согласно нового приказа, называется донесение. Да, донесение. Да. В этом указано, сколько, что горело, кому принадлежит, значит, количество проживаемых, сколько пожарных подразделений, сколько администрации работало, и все остальное. Время возникновения пожара, время локализации, все остальное. Получается, этот акт донесения, это правильно, сейчас юрист разговаривал, он для того, чтобы остановить, когда, мне кажется, должно изначально вся техника выехать на этот дом, а не 2 машины приехали, в эту воду спустили, в никуда, получается, половина на землю, на крышу, на землю. вы сами понимаете, половину туда, и все. Нет, ну подождите, я вам объясню по технике. Да? При поступлении вызова у нас на двухэтажные жилые дома техника высылается автоматически по вызову ранга номер 3. Это автоматически выезжает 7 машин. На тот момент выехало. Только расстояние и расположенность пожарных частей разное. В данном пожаре, значит, обслуживает первая часть. Она находится в 2,5 километрах. На Надежинского 35, которая стоит. Она приехала буквально за 6-7 минут. Первое, у меня даже есть рапорта этих наших подразделений, которые рассказывают, расписывают, что по прибытию первого подразделения, как вы говорите, да, вот многие говорят, что горело на 2-м этаже. Да. Это не так. Оно горело на 2-м этаже, на 1-м этаже лестничная площадка, лестничный марш правой стороны полностью был выгоревший. Наши даже подняли, это только прибыли наши. С моменту прибытия на 2-й этаж уже по правому крылу не могли подняться. Это тоже потеря времени. Поднимались на 2-й этаж. На 2-й этаж был задымленный. Соответственно, дом старый 50-го года постройки. 80-го, да. Междуэтажные перекрытия, все пустоты. Ну вам нужно тогда уже начальству принимать какие-то. У нас весь квартал, весь деревянный, уже ставить где-то там пожарки, что ли, организовать. Потому что люди-то горят. У нас пол якутского деревянного, да? Конечно, и ставили вот эти пожарные вот эти части ваши ставили, чтобы уже были наготове, потому что у нас постоянно не горят. Ага, справки только в двух экземплярах выдают. Есть какой-то норматив. Что мы остались живы. Потому что же мы на основании этих справок, вот, получается, я буду представлять интересы моих родителей, да, 21-й квартире. Я одну справку сегодня отдала уже в департамент жилищных отношений. Соцобеспечение, они берут копию. Еще одна есть, куда я должна буду предоставить, вот где хранение оружия, полицию и так далее. Можно же, наверное, сделать экземпляры справок о пожаре чуть больше, не обязательно. Я согласен, Или в других, когда нам понадобится прийти еще взять справку. Да. Просто там четко, кратко, действительно, что есть со стороны ваших сотрудников вот это непонятное отношение к людям, да, вы же работаете с людьми. Я первый раз подходила, когда у нас был пожар, да, на Пионерской 37, и вот 2-й раз я сегодня тоже пошла, ну, как-то работать в общении с людьми по-другому. Делайте копии. Да. То бишь эти копии вы приносите, и ваш оригинал остается у вас, а им оставляете, показываете, что у вас оригинал, они себе оставляют копии. Не обязательно оригинал отдавать. Но при этом, да, вы можете еще раз, второй раз прийти и выписать еще себе справки.
не обязательно. Ну, нам вначале... А скажите, пожалуйста, у кого права сгорели и документы на машину? Это куда? Пригласите, пожалуйста. А ГАИ есть? Да, пригласили. Когда пожалуйста, по вашей просьбе. ГАИ должны быть, да? По вашей просьбе пригласили. Сейчас подойдем. Скажите, пожалуйста, ИНН вам для чего нужно? Вот у меня. Для соцобеспечения. Соцобеспечение нам надо. Соцобеспечение, начисление материальной помощи. ИНН нам зачем? Соцобеспечение. Заявление принимать. ИНН нам не обязательно. Ну там и инвестиционная карточка, когда вот на замену прав. Вот что мне делать Вот теперь? написано ИНН. У меня тоже По вопросу, Товарищи, давайте выслушаем. ИНН запросим Как помещение. По вопросу, значит, восстановления документов на транспортное средство вы можете обратиться к нам на Вилюйский тракт, 204 кабинет, ко мне лично. 204, да, к вам? Да, ко мне лично. А права? Ну, хорошо. А права, значит, там, значит, надо будет С госпошлиной как? сначала документы восстановить, паспорт. После этого права поменяют. Но платить ничего не надо будет. Нет, Вот объясните, платно или госпошлина бесплатно? надо будет Вы знаете, какая там госпошлина? Подождите, речь Ну, А человек вместе собрать все документы. А я вот это ВТС буду платить или нет? За бланк, За бланк. за бланк надо будет госпошлину заплатить. Сколько он будет стоить? Бланк ПТС стоит 350 рублей. 350, да? Нет, а вы нет, а за права? Водительское удостоверение госпошлина составляет 2000 рублей. А вы это не знали, нельзя как-нибудь решить, что мы придем с справками без... Вы сами понимаете, что сами где нам у нас взять эти денег-то? деньги. А человек работает, это права, это его работа, это его заработок. В приоритетном порядке он водитель. Например, да. Временных прав такого понятия нет. Не, ну не время, хотя бы От пошлины не освобождаются, погодите? От пошлины не... Да, вот как с паспортом, паспорт же мы освобождаемся, мы, получается, когда мы паспорт получаем, мы госпошлину, вот эти 1500, мы не будем платить. Ну заплатил же парень, как не... Он заплатил. Потому что его будут возмещать, он просто не знал. Мы в заплатили, МФЦ сейчас Саша. заплатили Мы на МФЦ 950 рублей за каждую справку. Нет, Мы справки дайте показали. человеку ответить-то вы сначала. Чего вы В индивидуальном хотите? порядке, но насколько я Кто знаю, пенсии не что получил, что где будет? государственную пошлину надо будет заплатить. Все равно, да? Можно еще? А у вас там, вот, ну, в ГАИ, там есть касса у вас? Или нет? Или это ГАИ через нет, Сбербанк? Через Сбербанк. А бланки туда как брать? Реквизиты тоже Это можете как у нас будто взять. ты потерял права, ты также обычно идешь их восстанавливаешь, правильно, да, я поняла? точно. Также госпошлина Госпошлина пишешь. платится за бланк. Ну а тут почему тут же не потеряли права? Тут же Мы они же сгорели. это же да? ситуация, вы должны Госпошлина понимать. за бланк. Это просто за А это у бланк. нас государство не предусматривает. Что бежать, Это государство у нас. А вот еще, сколько я могу ездить? У меня сумка есть. У меня на машину единственное сгорело только ПТС. А сорка есть у меня. ПТС надо восстановить. И все. А ездить я могу, нет? По свидетельству о регистрации можете. Но у меня ничего не будет что-то. Нет. А вот если экзаменационные вот эти карточки? А, да, у меня экзаменационная Но это. если ранее у вас имелись права, то у нас в базе данные о ваших свидетельствах есть. Я в основной водитель. в одной школе учился, а потом в другой. Я же вам говорю, что за восстановление водительского удостоверения госпошлина составляет 2000 рублей. Не, водительское удостоверение у меня, допустим, осталось, а у меня сами вот корочки эти сгорели. То, что я начал учиться. Что мы учились в школах? Там же иммиграционная есть, когда права не или категорию открываем. Это уже надо архив поднимать. У нас они хранятся такие пенсионерка, да, и вот у меня документы удобно. Еще 204 кабинет. Да. Индивидуально подходите, Хорошо. Там надо смотреть по срокам. А сейчас нет. Так, тише, пожалуйста. Товарищи ГАИ, есть еще вопросы? ГИБДД есть вопросы? Нету. Александра Спасибо. Ивановна, соцзащита, подойдите, пожалуйста. А в ЗАГСе тоже нужно на корочку? Есть. Да, мы заплатили. Бланк 350 рублей. 350 рублей. Уважаемые граждане, давайте мы пойдем по упрощенному порядку, да, ИНН мы у вас требовать не будем. Потом, когда вы документы оформите, мы у вас сами дополнительно, если потребуется, да, ИНН не обязательно. Я просто вот не понимаю, почему вас запросили, но ИНН давайте не будем. Так а мы уже запросили. Давайте предоставим. Пожалуйста, есть представитель управления ЗАГС. Утром были у вас вопросы по свидетельству рождения. Давайте, Я сначала общую информацию скажу, а потом будете задавать
задавать вопросы, у кого может индивидуально. Значит, утраченные свидетельства о рождении, о браке, о разводе, ну вообще, да, все свидетельства о регистрации актов гражданского состояния, если у кого-то сгорели, вы можете обратиться по адресу Кирова 5, это отдел ЗАГС города Якутска. Он располагается напротив церкви, где вечный огонь. Вот здание, где у нас регистрируют браки, да? Приемные дни со вторника по четверг с 9 до 17, с часу до 2 дня, обеденный перерыв, и пятницу с 9 до часу, потому что там дальше браки. Угу. Что при себе нужно иметь? При себе нужно иметь паспорт, у кого сохранился, если нет, то значит нужно либо получить паспорт, либо временное удостоверение личности на время замены паспорта. Но обязательно этот документ, удостоверяющий личность, должен быть. При этом тоже оплачивается госпошлина за свидетельство. К сожалению, налоговым кодексом нету категории погорельцы, не освобождаются от уплаты госпошлины. За свидетельство заодно взимается госпошлина в размере 350 рублей. А нам вот эта справка нужна, что мы погорели, с пожарки, чтобы мы восстанавливали документы и опять за свой счет все это. Вы представляете, сколько это денег? Я представляю, да, но на сегодняшний день такой льготной категории нет, налоговым кодексом не предусмотрено. Да, я не могу поперек законодательства тоже вам ничего сказать, потому что взимается госпошлина. Что еще хотела сказать? Документы выдаются сразу же в день обращения. То есть вы зашли, в течение 15 минут вы получаете на руки документы, входите. Кирова 5, я сказала. Кирова 5 это дворец бракосочетаний. Угу. Нам сначала нужно госпошлину. Да, госпошлину можно оплатить через терминалы Сбербанка. Там есть все забито, да, за свидетельство, за выдачу повторного свидетельства из архива органа ЗАГС называется, да, если правильно. 350 за бланк свидетельства, это документы строгой отчетности. И можно также, вы получите, если напрямую в ЗАГС, вы получите в день обращения. Также можно подать эти заявления через МФЦ. Но если через МФЦ, то там срок будет чуть дольше, но тем не менее в здании МФЦ есть терминал, там специалисты вам и помогут, и все. Это касается в день обращения, получат документы те, у кого свидетельства оформлены были изначально в городе Якутске. Если же у кого-то такие документы оформлены в органах ЗАГС районных, то там специалисты вас проконсультируют, каким образом, как это будет идти. Это не сразу же в день, потому что такие документы будут идти из архива тех отделов ЗАГС, где был зарегистрирован тот или иной акт, но оно по почте, это чуть увеличится, но по крайней мере вам объяснят, помогут заполнить, дадут адреса и все проконсультируют, как это будет выглядеть. Значит, два пути: напрямую через орган ЗАГС или через МФЦ. Так, ну а теперь ваши вопросы. Можно я? Вопрос справка о свидетельстве о смерти. 22. Как нам? Вот мы получим послезавтра с морга вот это свидетельство. Медицинское свидетельство о смерти. С паспортом, кто придет, да, со своим документом, с паспортом, с этим медицинским свидетельством о смерти, в эти же приемные дни, электронная очередь, записывайтесь, там прием на регистрацию смерти, нет. Это за повторные, да, свидетельства госпошлины, за вот первичную регистрацию смерти, вообще за регистрацию смерти госпошлина взимается паспорт из медицинской. Ну, этот вопрос я сейчас вам сразу не скажу, да, возможно, я вот после сегодняшнего собрания, завтра мы придем с руководством эту ситуацию обговорим, но тем не менее, да, процедура такая. С часу до 2 дня. И до 5 часов, до 17 часов прием граждан с 9. Со вторника по четверг с 9 до 17, пятница с 9 до часу. А можно по поводу паспорта? Документ, вы получите свидетельство о смерти и справку на погребение форму 11. Да, да, да. Но это вам выдадут уже. От вас только паспорт и медицинское свидетельство о смерти. Точно. Тут пенсионный фонд Станислав Робертович. Здесь, да? Представитель, пожалуйста, вот вопрос возник по пенсионному. Я сейчас выйду. У кого пенсии не пришли? Да. Ну, у вас случилось как раз ваш график, да?
этот Горин, скажем. Поэтому наш человек, который подходил, ну, никого не застал, соответственно. Нет, но он говорил, да. Что да, все, кто не получил, ну, через почту получает, вы можете завтра подойти на главпочтамт. У людей, кто не может, допустим, подойти, да, можете позвонить по телефону 44 46 80. 44 46 80. Мы как бы вам доставим туда, где вы находитесь. Ну, в смысле, вот люди у вас, Если допустим. у людей нет паспорта? Ну, тут я думаю, что все-таки нужно будет какое-то временное удостоверение, которое вам выдадут, вы по нему получите, да. Я думаю, что выплата идет до 20 числа, в смысле, вот в этот сроке, наверное, смогут, да, вам. Сегодня уже 15, да. Ну, я тут слышал, да, стоял, что вам вот обещают, что прямо временное удостоверение могут сразу выдать. Не, временное удостоверение вообще выдается не сразу. Да. Вы подходите на Федора Попова, да, там. Это паспорт 10 дней ждать. Да, Нет, начальник, она сразу вам выписывает временную. У меня была Вы получили пособие на погребение? Вот вы получите пособие на погребение и сразу как бы приходите к нам. То есть вы вот сейчас берете с ЗАГСа справочку о смерти, с этой справкой вы идете в пенсионный фонд, там получаете поручение на погребение на Орджоникидзе 23. Синий, возле Атланта. Да. Все. Ага. Да. И вот еще я хотела спросить, он у нас тоже в этот день как раз должен был быть? Да, вот смотрите, здесь вот... Это тоже только после вот всех Да, здесь вот как бы это будет уже недополученная пенсия, да, вам нужно будет обратиться, ну, как бы в пенсионный фонд, предоставить там определенные документы, да, это свидетельство о смерти, значит, форму 3 о том, что вот вместе проживали, и вы тогда на следующий месяц получите уже его пенсию, ну, как бы, которая вам начислена уже была в этом месяце. А вот еще вот он получал пенсию, да, ему приносили на дом, а мама у меня получает, ей на книжку перечисляют, то есть они ей на книжку перечисляют. Ну да, если вот, ну, как бы супруга папы вашего, она подаст сразу свой расчетный счет, ей на расчетный счет переведут. Представьтесь, пожалуйста. Станислав Робертович меня зовут. И вот еще такой момент, кто получал на дому, да, вы можете подойти к нам вот на главпочтамт, 102 кабинет, чтобы не стоять пенсионному в очереди, можете у нас написать заявление о переадресации, ну, в отделение, либо на тот адрес, на который вы проживаете. Вы откуда? Это доставка пенсии. Управление пенсионного фонда. Нет, это не управление, это доставка пенсии. Нет, по городу. вы представитель. Ну, Так, вопросы есть еще к пенсионному фонду? Следует упомянуть, наверное, сегодня мы ходили по инстанции, вы слышали, как нас встретили, да? Единственный человек, кто откликнулся, это вот Сардана Михайловна сидит и Виктория Валерьевна, да? Нас пригласили в кабинет, с нами поговорили, эмоций было очень много. Согласитесь, так ведь было, да? Вот. И там мы решили вот по поводу вот этого общего совещания для всех и так далее, потому что люди бегают и так далее. Вы не уходите, пожалуйста. И то же самое, вот мы там как бы вот этот вопрос подняли, что люди не получили пенсии. Это был день доставки пенсии. Вот. И с нами связались уже с пенсионного фонда, сказали, что вот прямо они, по-моему, здесь в коридоре ждут, стоят. То есть, ну, спасибо вам и Виктории Валерьевне, и вам спасибо, что вы вот это были люди, которые действительно нас приняли и так далее. Один вопрос, вот у тети моей пенсионное удостоверение сгорело, то есть мы... сейчас Нет, а вообще как восстанавливать это? Сейчас пенсионное удостоверение как бы не выдаются, да. То есть там вам выдается просто справка об этом. И, ну, и если какие-то там вопросы будут, подходите к нам, вот 102 кабинет на главпочтамте, да. Хорошо. Без проблем решим. Хорошо. Постараемся, по крайней мере. Так, пожалуйста, какие еще вопросы? Спасибо большое. Вот у Поздняков Анатолий Васильевич есть дополнение, да, по материальной помощи замминистра труда. Скажите, пожалуйста, по социальной защите, какие у вас есть дополнения? Здравствуйте. В чем еще вопрос? Я прошу прощения. По материальной помощи, трудножизненной ситуации, сказали, есть какие-то дополнения у вас есть? Уточнение какого рода вопрос? Так вы же сказали, что у вас есть уточнение. Нет, это вот Светлана Михайловна говорит, что у вас есть дополнения какие-то. Нет дополнений к тому, что было ранее сказано? В трудной жизненной ситуации, в данном случае по пожару, будет оказана материальная помощь по тем условиям, как мы раньше озвучивали. Вы сейчас уточнили, что ИНН не требуется на данный момент. И для данной услуги мы, в принципе, фамилия, имя, отчество будет известно, дата рождения, мы через электронные сервисы запросим
Да, вот именно. Так, пожалуйста, ИНН, СНИЛС запросим. А свидетельства, например, у меня все вот нету. Мне сказали свидетельство о расторжении брака, свидетельство детей, ну, ребенка. Это мне все-таки надо восстановить сначала, да, все. Кроме ИНН. Это персональные данные, вам восстановить надо. Вы пособие же получали? Я пособие получала, да. Я должна у вас все должно быть. Если являетесь получателями, да, и экстренные такие льгот каких-то наших, А вы личные дела по поводу того, кто пострадал в пожаре и теперь в больнице, им как-то будет какая-то помощь оказана? Адресная материальная помощь оказывается вот именно с пожаром. Вот как Семен Иванович уже ранее пояснил, на сегодня... На лечение у меня ребенок ногу сломал, когда 13-летний мальчик, он сломал ногу. Да, меня зовут Леонид Аркадьевич Абросимов, я начальник управления здравоохранения города Иркутска. Те пострадавшие, которые уже получают медицинскую помощь, им отдельной помощи не нужно. Понимаете, да? Это в системе уже обязательно медстрахования уже помощь оказывается. Другой вопрос, если пострадавшие уже выписались или находятся амбулаторно, то есть дома, да, где сейчас проживают фактически, тогда вы можете обратиться к нам, и мы уже адресно уже будем через медицинские организации, которые вы прикреплены, да, мы будем направлять по вашим адресам, если это требуется. Скажите, куда обращаться? Управление здравоохранения города Якутска находится в Кальвице 3. Можете по телефону обратиться, можете прямо там в этом обратиться. Номер телефона 717-703, пожалуйста, запишите. Можно вопрос, да? Да. Вот мальчик, у же, да? Да, просто у меня вопрос, мы сейчас уже пока находимся у мамы, и мне нужно ребенка постоянно водить. Травмпункт, я понял, да? Да, гипс не в травмпункт, сейчас у нас в первую поликлинику. Так, да. Мне же нужно на такси, я же не повезу его на автобусе. Понятно, да. Но, к сожалению, у нас травматолог на выезде не работает сейчас, вот, понимаете? Другое дело, что мы можем... Нет, понимаете, послушайте меня. Ребенок не требует больничного листа, правильно? Его не надо каждые 3 дня ходить на консультации. Ему гипс наложили сроком на 1 месяц. Нет, ему-то вот мы в медцентр съездили, наложили гипс, нам сказали, вот мы сейчас завтра должны поехать к травматологу. Контрольный снимок. Должны снимать, нам снимок ничего не дали, да. И там нет, контрольный снимок это будет обязательно, потому что он требуется по стандарту, понимаете? Потому что если конечно загипсовали, он неправильно стоять будет, это тоже осложнение будет. Это обязательная процедура, она делается именно в таких местах, где есть рентгенаппарат. Потому что ему так лангет наложили, хотя у него связки частично порваны и растяжкой, и переломы 2 косточек вот этих на одной ноге, как они называются? Лодыжки. Не лодыжки, а лодыжка, да, лодыжка. Там лангетка разрастается. Понятно, да, я понял. Я думала, что полностью... Это будет долго срастаться, поэтому гипс сниматься не будет. Потом в дальнейшем... В дальнейшем реабилитация возможна. Мы этот вопрос тоже завтра будем обсуждать вместе с главными врачами. Я как раз поставлю вопрос перед детской городской больницей. У нас есть реабилитационные центры детские. Вы потом можете обратиться, мы фамилию, имя, отчество возьмем и на вас... Он у меня да. Он в футбольной компании, где Виктория играет у нас. В любом случае он полгода будет не играть уже, не будет играть. Потому что эта реабилитация требует покоя. Но пока, конечно, ему полностью, потому что иначе он потом вообще... Нет, реабилитация нужна, я говорю, что потом мы после того, как снимется вся эта лангета, там, гипс или лангета, да, после этого требуется минимум 2-3 месяца реабилитации. Вот эту реабилитацию мы можем оказать. А это куда мне обратиться? Кальвице 3. Да. Управление здравоохранения 717-703. Можно я У нас психологов. МЧС психологи же есть у нас, да? Да. Ну вот пожар был, хотя бы одного отправили, люди в таком состоянии были. Как бы папа умер, у мамы стресс, и она у нас диабетик. Она еще, правда, не на инсулине.
Но вот глюкометр, таблетки, все, пенсию она за день до этого получила, тоже все сгорело. Мы, конечно, купили ей таблетки, но вот как бы в последующем, не знаю, есть какая-то, чтобы вот глюкометр ей выдали бесплатно. Я не знаю, у нас вообще в России есть такое или нету, но я знаю, что в других республиках делают так. Поэтому, плюс там вообще, по идее, я знаю, полагается, но ей не всегда выписывали. Даже вот эти, пусть мы купим сами глюкометр, но вот эти тест-полоски, которые ей каждый день, сейчас особенно, сами понимаете, после стресса, Понял, вот да, я понял не вас. знаю, какой у нее сахар. Тоже Ну, мы давайте. завтра обсудим. Пожалуйста, вы телефон записали же мой, Нет, да? нет. 717-703. Мы обсудим завтра. Какая больница у вас была? Первая поликлиника, и она как раз вот к филиалу на квартале. На квартале. Семена Данилова, да? Все понял. Скажите, пожалуйста, а вот часы приема штаба и телефон, по которому можно позвонить? Мой сотовый телефон 710-296. И часы приема. Можно вопрос? Часы приема. Я с 9 до 6, а так я допоздна. Еще раз скажите, 10. 710-296. Ну вот это где наша контора, каждый день же встречаемся. Вот я здесь, вот в актовом зале нашей. ДЖО можно, да, спросить? Можно вопрос? А вот если сейчас пока что вот своими силами есть, где вот Михайлов Сава. свекровь есть, родители есть, да, мы можем пока у них пожить. Но это не затянется, что потом свое жилье выписать. Муниципальное, естественно, но как бы все равно. Потому что как бы есть свое жилье, можете и там пожить. Бывает, но есть же, были такие случаи, просто страшно. Нет, ну сейчас по времени я вам точно дату Не, не по могу времени сказать. не страшно, вообще как бы я нет, да? Ну, Ждать конечно, в любом затянется. случае будет. Как затянется. Если у вас нет жилого помещения, подходите. Нет, видите как, мы-то все переживаем. Да я сам переживаю. Дело в том, что вот нам сейчас помощь идет, да, от людей. Денежная помощь идет. Мы ее храним на особом счету. Вы знаете, для чего? Чтобы потом адвокатов нанимать. Вот и думаем мы. А у нас открыли счет, вот средства откуда эти, куда идут? Потому что прошла информация, что уже кто-то получил деньги с этого счета. Не видим. Так, Сава Анатольевич. Ага. Хотели мы Да, у нас на сегодня... Нет, прошла информация, что уже люди получают деньги с этого счета. Давайте так скажу, да? У нас все прозрачно, мы все информируем. Харитонов получили 20 тысяч рублей. От Ван Хайпин 10 тысяч рублей. Вот, ну, это которые по одному, да. Селивановым 15 тысяч помогли, 25 тысяч по вчерашним данным поступило, да. Мы вот сегодня Бахарева Вера Ивановна 5 тысяч дали, да. Ага. И вот я же все слышу, вот то, что пошлина нужна и все такое. Мы вот соберем сегодня, завтра, ага, и потом вот распределим, чтобы возместить эти пошлины адресно. Конечно, конечно. Поэтому мы пока собираем, и это обязательно все вот так же по именам будем говорить. А еще можно вопрос? Жилкомсервис здесь где-то был, да? Здесь. Ага. Вот у меня там муж работает, да, я позвонила мужу, говорю, скажи на работе, что у тебя вот такая-то беда, вот у нас вот так-то, так-то. Он подошел, ему сказали, к юристам подойди, там скажут тебе, чем могут помочь. Подошел к юристам, и говорит, а чем мы можем помочь? Идите, вот, пусть жена бегает, и все. Это вот как бы... Какая помощь нужна? Ну не знаю, ну как бы, ну людей горе, как бы, Материальную помощь нужна или как? наверное, что-то Я заявление на материальную не помощь. знаю, и как бы я... Заявление на материальную помощь есть. Заявление правильно же? Да. От мужа. Нет, но он мой работник. На работе. По местной работе. По местной работе. А коммунальные услуги за январь нам как? Да. Никак? Не будем? Ну а что? Да, правильный вопрос, самый верный вопрос. Потому что потом придут опять, суды начнутся как Да. Лет так через 5 да. обычно приходят. Вы имеете в виду по факту то, что у нас сейчас, у нас, вы должны понимать, что За этот за месяц? Да, конечно, за январь мы спрашиваем. Потому что вот были суды, что уже какой год прошел, потом нам в суды вызывали, что якобы мы не оплачивали. А сейчас все сгорело, даже не докажешь, что мы платили. Управляющая компания когда была? Юнион. Они в курсе насчет Да, этого. нет, биллинг уже письмо ушло по закрытию счетов. То есть биллинг с 12 числа уже расчет. То потом скажут, что мы пользовались А до водой. 12 часа, А если мы же должны за свет, за вот Нам простят это за 11 дней. Так я и спрашиваю, как будет. Самый верный у кого вопрос. долги были, допустим, за квартиру, да? Вот как им тогда быть?
Вот долг за квартиру, допустим, у меня долг за квартиру там 20 У некоторых, да, действительно, надо тогда тысячи там. выплачивать. Конечно. Если там не только тогда что-то там как бы светит, да? Ну, там по механизму представления, как это, что там справка нужна, что управляющая компания. У вас долг управляющей компании? Да, ранее надо. Нет, это коммунальный или именно это управляющий? Долг за квартиру вот у меня. За свет, за газ, там, вот, как говорится. Графики компенсация будет вам платиться? Нет, на квартире долг остался. Ну это в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Дальше я должна конечно. Потом, когда они уже что-то предоставляют, ты должен предоставить справку об отсутствии задолженности на данный. Ну вот, все, вот про это и спрашиваю. Можно вопрос? Когда происходит пожар, пригоняется автобус, чтобы жильцов эвакуировать с этого. До какого момента он стоит этот автобус? А в этот момент он не до упора стоял. Нам сказали, выходите, автобус надо отпускать, а пожар идет. Да, там 3 человека. Вы сказали? Молодой человек. Значит, я поясняю. Так, я подошел к каждому, спросил. Про жилье вы спросили. Есть где разместиться. Да. Так, каким образом вы будете добираться? Так? Мне был ответ, что мы уедем сами. Так, да? Кое-кто и сам уедем. Но пожар идет, надо было машину оттуда увезти, да? На середине она стоит, манипулятор не пропускают. Оттуда надо было вывести машину. Не пропускают, стояли, ждали окончания. Да, я вам сказал, что пожарные закончат работу не раньше 2 часов. Но автобус во сколько уехал? Вы почему мне не сказали, что нам нужно дождаться окончания для того, чтобы сделать то-то, то-то? Да, мы должны думать были об этом. Я не знаю, вам, не вам, я, честно говоря, внимание обращала, но я сказала, что мы ждем судмедэксперта, и мы ждем катафалку. Да. И нам сказали, ну а что? Нет, да, мы на машине были. Да. Мы на машине. Но нашу машину туда не впустили, она стояла. А мама у меня вот в такой тряске с потерянным мужем. Мы пошли судмедэкспертов, а потом почти час катафалку ждали, благо в своей машине. А так бы она у меня где? На улице стояла. А нас выгнали с автобуса. Сидела бы в автобусе. Нас выгнали, нам сказали, что и причем, когда приехали судмедэксперты, взяли там, какие показания нас надо, и мы вернулись, автобуса уже не было. 5 минут показания давали. 5 минут показания. Мы вышли с этого УАЗика, автобуса уже не было. Будут сделаны выводы по этой ситуации. Там есть у нас еще замечания, которые мы на чрезвычайной комиссии проговаривали. Ну, вам это не надо. Как в следующий, будем надеяться, не будет, если, дай бог, такого. Не мы первые, не мы последние, просто надо более... У людей такая каша в этот момент. Спасибо за то, что вы сейчас это высказываете, да, потому что я с большим удивлением сейчас смотрю на своего коллегу, и мне, честно говоря, стыдно, я приношу свои извинения, и я понимаю, что вы это проговариваете для того, чтобы и впредь такого не было. Поэтому мы с Владимиром Юрьевичем слышим это все, мы в протокол это все вносим, Виталий Эдуардович будет с нами отдельно. Просто когда люди именно после пожара, чтобы сотрудники относились более, потому что приходишь, в голове вообще непонятно, что возможно понять. Возможно понять, а вы должны все равно как-то к нам относиться. Абсолютно согласна. Также все остальные службы, которые будут дальше работать. Да. Потому что люди действительно бабушки не знают. А что? Идите туда. А что приперлись? Пожалуйста, еще вопросы есть? Вот все равно открытым остался, видимо, насчет квартплаты до 11, до 12 числа. С 1 до 12 числа как мы будем оплачивать, если у нас были счетчики? Вот сейчас вот только что сотрудники ЖКХ сказали о том, что все уведомления посланы о том, чтобы все счета ваши, значит... Ну, за январь мы не должны будем. А до 12 будет по нормативам браться оплата? По среднемесячному. То есть, все равно зимний и летний период среднемесячное берется начисление, то есть рассчитывается на день и возьмется за 12 более точную информацию давайте не будем. Простите, более мы заплатили, а вот кто не заплатил, нельзя, когда уже это платить. И также все равно по счетчикам платишь меньше, чем количество проживающих. Среднемесячное берется. То есть Якутская энергия берет средний месяц. То есть вы все равно в месяц плюс-минус 100 рублей, 100 или 200 рублей. То есть средняя по году высчитывается сумма за электроэнергию и выставляется. Если в таком случае. Так это куда подойти, где, что, как? Опять же, Федора Попова.
Федора Попова. Ну, например, мы же Нам платили же все еще там время водоканал, в кассе энергосбыта. Да, все в кассе это. энергосбыт также. Также подойти, адрес назвать, и нам там все... Так, значит, сейчас я правильно понимаю, а основные текущие вопросы, вот то, что на данный момент есть, мы пока с вами обсудили. Значит, Савва Анатольевич, вы в группе этой погорельцы? Нет. Пожалуйста, Савву Анатольевича своего в группу погорельцы администраторы включите, да, все вопросы ему там задавайте. Савва Анатольевич сейчас пояснил, что здесь он постоянно до 18 часов находится, значит, вы ему звоните, он вам сотовый телефон свой дал, значит, если кому-то необходимо встретиться позже, заранее ему сообщите, чтобы он был здесь, он вас ждал. Так, вопросы по оказанию материальной помощи тоже в группе, все обсуждайте. Если вам необходимо от меня или от других каких-то служб какая-то помощь, через Савву Анатольевича все адресуйте. Он со мной на прямой связи каждую минуту, поэтому все, что необходимо будет для вас сделать, он мне передаст. Договорились? Сейчас, значит, кто считает необходимым с Александром Владимировичем по маневренному фонду пообщаться, оставайтесь, общайтесь, да, индивидуально. Как удобнее, как удобнее. Вот, поэтому, значит, если у вас будут какие-то претензии к работникам муниципальных учреждений, либо же государственных учреждений, что недостаточно внимательны, либо не хотят вам объяснять, не хотят входить в положение, тоже, пожалуйста, Савве Анатольевичу все сообщайте, мы будем реагировать. По паспортному столу, как я обещала, я завтра с руководством с утра свяжусь, спрошу, как быстро они могут ускорить. По поводу пошлины, и ИНН они могут сделать. Ускоренная будет или как? Да, в течение дня они могут сделать. Вот я там вот сейчас сидела, телефон смотрела, не думайте, что я с кем-то там болтала. Я, значит, разговаривала с начальником налоговой, городской налоговой. Значит, пошлина, товарищи, в соответствии с налоговым кодексом 300 рублей. Но, как Савва Анатольевич сказал, вот та материальная помощь, которая оказывается, она будет с учетом этого. Пошлина 300 рублей в налоговую, значит, надо будет написать заявление. Поскольку это ваши персональные данные, заявления от мэрии они не принимают. Да? Самим надо будет написать заявление. Значит, если завтра кто-то пойдет туда, то дайте знать, чтобы они делали какую-то отметочку, например, в заявлении погорельцев, потому что у них там идет вал. Или мы попросим отдельное окно, давайте с утра мы попросим, потому что там обычно очень большая очередь, у них там можно просидеть долго. Сейчас, наверное, еще годовая отчетность пошла, у них не пошла, я не знаю, но там, наверное, сейчас происходит нечто. Хорошо, по ИНН в течение дня они могут сделать. Но, дорогие мои, вы должны лично туда явиться, потому что это ваш... Но мы в МФЦ вот заказали уже сегодня. И что нам теперь как? Ну, значит, ждать. Ждать эти 10 дней. 10 дней? Да. Так, тогда, значит, соответственно, через своего самого... Я поясню маленько. Да. Вы для чего на нас заказали? Так мы уже заказали и деньги заплатили. Нет, дождетесь 10 дней. Нет, правильно. ИНН все равно Вам потом же пригодится. Если вам нужно То есть соцобеспечение можно уже... Да, нет. Да, вот начальник управления соцзащиты сказал, что ИНН с вас просить не будут. То есть НДФЛ взять и можно... Для возмещения госпошлины. А там заключение брака уже тоже с оплаченной квитанции. Да? Заключение что брака вы возмещали? сразу? Слышали, да? Ну, мы заказали уже. Кто оплатил уже госпошлину, подойдите к Савву Анатольевичу, он вам возместит. Ну кто? Заключение брака. Савва Анатольевич со своим решением. Свидетельство о рождении 300. Сумму добавим и будут... Так, уважаемые, мне можно уйти? Да. Спасибо вам большое. Самое главное, чтобы все, что здесь приняли решение, не остались на бумаге. Это во-первых. Самое главное. Это мы будем контролировать. И второе, жильцы молодцы, то, что выдвинули такую инициативу. И, конечно, все территориальные федеральные структуры, региональные власти, мы благодарим, правда? А мы вас благодарим. Товарищи, пока не расходились, да, обязательно мы подготовили сегодня еще очень много пакетов продуктов, все возьмите и еще раз посмотрите, что, какая одежда нужна и все остальное. Мы подготовили такие большие пакеты, еще если поступят, сразу я напишу вам в WhatsApp. Хорошо? Нет, я просто это сам, чтобы не замолчали. Это самое. Просто